После летних каникул первое, что решили депутаты, это вопрос о новом премьере Якутии. Кандидатуру Евгения Чекина представил Егор Борисов. Среди главных достоинств действующего замминистра экономики Илдархан выделил опыт работы в области укрепления государственно-частного партнерства и привлечения инвестиций в регион. Также он добавил, что Чекин состоит в резерве управленческих кадров республики и России. Непосредственно участвовал в формировании региональных институтов развития Якутии, таких как Технопарк Якутия, Вечерный фонд Якутия, Агентство инвестиционного развития, корпорация Якутия, территория опережающего развития, индустриальный парк Кангаласы, территория опережающего социально-экономического развития, Южной Якутии и так далее. Голосование проходило в тайном режиме. Кандидатуру поддержали 46 парламентариев. 12 проголосовали против и 4 воздержались. Большинству народных избранников импонирует беспартийность нового премьера. Впрочем, есть и те, у кого назначение приглашенного кадра вызывает опасения. В Якутии Чекин работает с 2011 года, приехал из Ярославля. Все очень много вопросов задавали, но это закономерно, потому что фигура неизвестная, она для широких кругов населения нашей республики, как для общества, так и для депутатского корпуса. Были спорные моменты, я не скрою, были откровенный обмен мнениями, были другие предложения, альтернативные предложения. Тем не менее, фракция решила поддержать Чекина Евгения Алексеевича. Сам новоизбранный премьер, выступая перед Госсобранием, сделал акцент на выполнение социальных обязательств перед гражданами и разработку стратегии развития региона на долгосрочную перспективу. Развитие и реализация торгово-экономического потенциала республики на основе формирования кластерного подхода и брендирования товаров республиканских компаний. Это выстраивание четкой и прозрачной системы приоритетов по финансированию объектов капитального строительства за счет бюджета Республики Саха-Якутия. Еще один ключевой момент 24-го пленарного заседания – это переход на трехгодичный бюджет. С этого года главный финансовый документ региона будут принимать по старой схеме. Окончательный вариант проекта закона о доходах и расходах республики на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов правительство внесет в парламент не позднее 1 ноября. Всего на повестке Ултумена более 60 вопросов. Среди них стоит выделить внесение изменений в проект закона о государственной гражданской службе, согласно которой отпуск якутским чиновникам сократят с 35 до 30 дней. Документ рассмотрят в первом чтении. Айна Внакурова, Роберт Набиев, Вести.